День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Миллиарды рублей, мегапроекты и светлое будущее. Чего ждать жителям Якутии? В Санкт-Петербурге подвели итоги 5-го международного арктического форума «Арктика. Территория диалога». Сейчас на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в Российской Федерации. И убежден, значение арктического фактора в экономике страны будет только расти. Ожидать ли затопления в этом году и какая вода будет течь из крана? Узнаем, какие меры принимаются накануне паводка. В одиночку против системы доведенный до отчаяния инвалид пытается отстоять свои права на получение жилья. Я требую, чтобы мне дали квартиру. Я живу в бараке. Могу с вами поехать и показать, как я живу. Сырость, обрушающиеся потолки и проваливающиеся полы. Выпускники детских домов в Алдане вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Так как у меня 4 маленьких детей, полы меняю за свой счет дома, потому что дети бегают и просто проваливаются под пол. Страшно, что переломают ноги, руки себе, не дай бог. Город Верхоянск, столица холода мира, предлагает экстремальный туризм для любителей нестандартного отдыха. И благодарны, что нам дали возможность тут поработать. Если только захотеть, можно в космос полететь. 58 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. На Международной космической станции побывала и наша съемочная группа. Это точная копия орбитальной станции «Мир». Ее затопили в 2001 году в Тихом океане. Тогда она состояла из 6 модулей. На первый взгляд кажется, что станция небольшая, но в ней было все необходимое для того, чтобы работать и жить. Повышение уровня жизни жителей арктических зон – это одна из приоритетных задач властей страны, о которых в последнее время говорят очень много. Накануне в Санкт-Петербурге прошел 5-й международный арктический форум, на котором было принято очень много важных для нашей республики решений. Итоги арктического форума подвел Максим Кардозу. Примерно вот такие клевера в скором времени должны появиться по всему северу Якутии. Их построят для подразделений противовоздушной обороны Северного флота. Соглашение по этому поводу было подписано в рамках Международного арктического форума в Петербурге на этой неделе. Первая подобная трехкрылатая ласточка появится в Тиксе, потом в Чекурдахе, а затем в Черском. Причем это будут не просто закрытые военные городки. Они должны стать центрами развития всего региона. Мы хотим отойти от принципа или менталитета временщика. То есть не вахтовый метод, а именно постоянное несение службы нашими военнослужащими. А это предполагает и развитие, это занятость членов семей военнослужащих, это детские сады, это школы. А вот макет Жатайской судоверфи. Это будет современнейший завод, на котором планируется не только ремонтировать, но и строить суда из новейших материалов. Соглашение об этом тоже подписали на Петербургском форуме. Этот проект очень важный. Лишь первый этап его – это порядка 6 миллиардов рублей. Весь проект стоит порядка 20 миллиардов рублей. Это один из немногих вообще проектов по строительству судоверфи, которые в стране реализуются. И, конечно же, для Якутии это очень важный проект не только с точки зрения появления новых рабочих мест, не только с точки зрения появления, на самом деле, новой отрасли промышленности. Это очень важно с точки зрения обеспечения нашего речного флота всего Ленского бассейна новыми судами. Здесь у нас колоссальная сегодня проблема, и как раз появление этой судоверфи эту проблему решит. Мы сейчас располагаем самыми современными технологиями. Это не только традиционные технологии, связанные с стальным судостроением, но это и композитное судостроение. Мы готовы помогать нашим партнерам для того, чтобы эти технологии внедрить во все новые проекты, которые будут строиться на новой верфи. Но и это не все. Еще одно соглашение, подписанное в Питере, позволит обновить парк полярных авиалиний. 5 новеньких вертолетов Ми-8 уже доставлены в Якутию. Появится в небе над нашей республикой и этот красавец. Это современный многоцелевой вертолет «Ансат». Он может перевозить как грузы, так и пассажиров. Новые винтокрылые машины для Якутии – это часть реализации госпроектов. Мы будем взаимодействовать не только
по вертолетам. В производимой нами линейке авиационной техники в скором времени появится легкий самолет, имеющий сегодня рабочее название «Байкал», который должен прийти на замену самолетам Ан-2. Одна из главных задач, которую поставили перед собой участники форума, это повышение уровня жизни жителей арктических зон. В России это почти 2,5 миллиона человек. Сделать это можно с помощью новых инвестиционных проектов в регионе. А привлечь крупный бизнес должны преференции. Обсуждается радикальное снижение размера налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых и налога на имущество организаций, а также социальных взносов. Со стороны Республики Саха-Якутия ключевое предложение, которое Арсений Сергеевич, глава республики, озвучил, заключается в том, чтобы мы сохранили часть налогов, которые относятся к региональной части, а льготы основные были сделаны за счет федеральной части налогов. В рамках Арктического форума открылась и выставка разных регионов. Здесь можно было посмотреть на технику будущего для Севера, оленеводческие чумы, ультрасовременные солнечные батареи. Наша республика тоже смогла удивить. Настоящим центром притяжения выставки Арктического форума стал стенд нашей республики. Чего здесь только нет. Фильмы виртуальной реальности, макеты будущих индустриальных парков, ювелирные украшения. Ну а больше всего люди фотографировались вокруг этого стенда. Он невероятный. Называется «Арктический триумф России». Это бивень мамонта, инкрустированный драгоценными камнями и серебром, а олицетворяет он Северный морской путь. А Северный морской путь – это приоритетный для России проект. Кратчайший маршрут грузоперевозок из Азии в Европу может стать мощным экономическим локомотивом для всего региона. Это и развитие ледокольного флота, и береговой инфраструктуры. Об этом говорил Владимир Путин в своей речи. Наша цель – существенно нарастить здесь объем грузоперевозок. Только по Севморпути до 80 миллионов тонн уже к 2025 году. Еще 10-15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная задача. Арктический форум в Петербурге стал самым представительным за все годы. Сюда приехали делегации всех арктических стран. Антироссийские санкции не помешали. Конечно, у каждого из нас, представителей северных регионов, есть свои истории, свои успехи. И очень важно нам вместе общаться и делиться своим опытом, наилучшими практиками для того, чтобы развивать наши отдаленные, очень часто северные сообщества. Здесь обсуждались общие проблемы. Это и изменение климата, экология, вопросы коренного населения, развитие северных территорий. Ведь даже переводчик не нужен для понимания того, что благополучие Арктики – это общее дело. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Санкт-Петербург. 1,5 миллиарда рублей в год. Именно такая сумма фигурирует в обвинениях в адрес компании «ЕТЭК», которую бывший руководитель подозревает в супермошенничестве с тарифами на газ. На эту весьма неоднозначную ситуацию с разных сторон взглянули наши корреспонденты. И вот что удалось выяснить к сегодняшнему дню. Около 5000 рублей ежегодно переплачивала каждая семья Якутии из-за завышения тарифов компании «ЕТЭК». С таким заявлением выступил действующий депутат Государственного собрания Илтумен Александр Смирнов. Он говорит, что, работая исполнительным директором компании, получил документы, подтверждающие заявление. Суть моего заявления касается того, что гражданам нашей республики нанесен ущерб. То есть это касается абсолютно всех. Тех, кто потребляет газ, тепло, электроэнергию. Ущерб нанесен в связи с действиями некой группы, которая на сегодняшний день находится в руководстве компании ЕТЭК. То есть с помощью завышения тарифов на природный газ за счет инвестиционной надбавки денежные средства использовались не по назначению. То есть мы не получали, скажем так, ту надежность, которую должны были получить в результате финансирования этих денежных средств. Ну и, соответственно, это все является некой переплатой за энергоресурсы, которые потребляет каждая семья в нашей республике. В интервью нашей телекомпании Александр Смирнов рассказал, как происходят махинации. С 2016 года в компании появилась компания «Проект Бизнес-строй». То есть эта компания пришла вместе с генеральным директором, который был назначен в 2016 году. То есть с помощью этой компании осуществлялись платежи, то есть и должны были выполняться работы. Но данные работы не выполнялись, то есть, соответственно,
денежные средства уходили в неизвестном направлении. Сейчас утверждать, куда они конкретно уходили, то есть, наверное, невозможно, это следствие разберется. То есть, по информации, скажем, от тех же сотрудников, которые там работали, что все же на фирмы-однодневки все это уходило. Компания ЕТЭК, хоть и отказалась прокомментировать слова бывшего исполнительного директора на камеру, выпустила ответное заявление. ЕТЭК нечего скрывать и нечего бояться. Деятельность компании контролируется целым рядом государственных организаций. Контроль осуществляется регулярно и скрупулезно. В данный момент проводится выездная налоговая проверка предприятия. Только компетентные органы могут давать объективную оценку финансовой и хозяйственной деятельности компании. Обе стороны заявляют, что обратились в органы для дальнейших разбирательств. ЕТЭК будет защищать свои права и свою репутацию, руководствуясь российским законодательством. Юристы компании готовят заявления в правоохранительные органы по фактам вымогательства и клеветы. В свою очередь считаем, что подобная клевета не только подрывает репутацию компании, одного из крупнейших работодателей для местного населения, но и дестабилизирует ситуацию в республике в целом, создавая общественное напряжение и рождая нелепые слухи. В полицию поступило обращение со стороны компании ЕТЭК. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Народный депутат говорит, что готов к предстоящим юридическим баталиям. Они сейчас заняли позицию такую, что их незаконно обвиняют, что они будут обжаловать это дело, то есть и защищать свою репутацию. Безусловно, я тоже к этому готов, то есть чтобы доказать, показать людям, что на самом деле происходило. Не можем обойти вниманием и заключительный абзац официального комментария компании, обращенный к средствам массовой информации. Считаем своим долгом предостеречь представителей СМИ, общественности и политиков, которые хотят набрать политические очки, спекулируя на данной ситуации, что мы будем действовать в рамках правового поля и намерены защищать честь и достоинство компании в суде, пресекая любую клевету в адрес ЕТЭК. Николай Борисов, Якутия, день за днем. О коррупции мы еще будем говорить в нашей программе, но сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и вот о чем поговорим далее. Семья с 3 детьми вынуждена соседствовать с крысами. Доведенный до отчаяния инвалид вышел на одиночный пикет. Еще одна финансовая пирамида рухнула на днях в Якутске. Сотни обманутых вкладчиков массово пишут заявления в полицию. Мы продолжаем выпуск. Это программа «Якутия. День за днем». На этой неделе был задержан глава Аймиконского района Михаил Захаров по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что в 2013 году глава района с целью получения в личное пользование квартиры в поселке Уснера организовал проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта о приобретении квартиры для муниципальных нужд. Возбуждено уголовное дело. 11 апреля Якутский городской суд Республики Саха-Якутия отстранил главу Аймиконского района от должности на время проведения расследования по уголовному делу. А в другом коррупционном деле появились новые подробности. В городском суде Якутска прошло очередное заседание по делу экс-руководителя аэропорта Якутск Николая Местникова. Накануне были допрошены свидетели обвинения, упаковщик багажа, директор клининговой фирмы, а также сотрудники аэропорта. Один из главных свидетелей обвинения, оператор по упаковке багажа, рассказал, что согласился выплачивать Николаю Местникову по 400 тысяч рублей в месяц из-за угрозы досрочного расторжения договора аренды и, следовательно, лишения возможности работать. Напомним, бывший руководитель аэропорта Якутск обвиняется в 5 преступлениях, 2 эпизодах получения взятки в особо крупном размере и 3 эпизодах коммерческого подкупа. Кэшбери, Макси Райс, да взять тот же легендарный МММ Мавроди. Казалось бы, что печальных и показательных примеров уже более чем предостаточно. Но, как выяснилось на этой неделе, некоторых история ничему не учит. В столице республики лопнул еще один финансовый пузырь. Еще одна так называемая сетевая структура, цель которой проста – собрать у доверчивых граждан как можно больше денег и потом благополучно закрыться. К нам в редакцию обратился один из потерпевших вкладчиков. Они говорили, 4 дня, 20 тысяч ложишь, и
Через 4 дня мне, вернуться, через 4 дня, значит, 20 тысяч вернуться 40 тысячами. Ну, 4 дня надо бы как подождать можно же. 4 дня это не большой срок, подумал. Если вот уже продолжается, где-то я почувствовал примерно месяц это было. И потом я подумал, через пару месяцев, это не может закрыться, если я пришел, закроется, что ли. Подумал и пришел, и отдал вот эти свои, рискнул, короче. Супруги-инвалиды с 3 детьми живут в двухэтажном ветхом доме, который рушится на глазах. Дом в страшном состоянии. На стенах и полу зимой лежит снег, постоянная сырость и грибок и огромные крысы. Несмотря на это, жильцы оплачивают довольно высокую квартплату. Как быть и что делать в такой ситуации, если тебя не слышат городские власти? Отчаявшись, герой нашего следующего сюжета вышел на одиночный пикет к зданию столичной администрации. Наша съемочная группа выясняла все подробности. Мужчина-инвалид, доведенный до отчаяния равнодушием муниципальных чиновников, вышел на одиночный пикет напротив здания мэрии, пытаясь достучаться до городских властей. Это не первая его попытка. Его семья с 3 детьми соседствует с крысами. Из всего многоквартирного дома только квартира Слабоспицкого признана по требованию прокуратуры аварийной. Но история неоднозначная. Давайте по порядку. Андрей Слабоспицкий ютится с женой и 3 детьми в комнатушке. У Андрея диагноз ДЦП, но болезнь не мешает ему быть примерным семьянином и заботливым отцом. Мужчина доведен до края равнодушием властей не только из-за квадратов, но и состояния дома в целом. Я сейчас хочу, чтобы этот дом признали аварийным и расселили. У Андрея на руках уже имеется решение суда, по которому дом признан несоответствующим для проживания. Но теперь предстоит еще несколько кругов ада, чтобы признала это и комиссия. В этом году расселяют дома, признанными аварийными, только после 1 января 2012 года. Дом, конечно, если был бы признан раньше, в этапе 1 или 2 года, то, конечно, мы дом могли поставить в переселение. Но сейчас, к сожалению, отдельно взятые жилые помещения, квартиры не переселяются по линии фонда. Однако в департаменте жилищных отношений семье все-таки предложили варианты для расселения. Учитывая социальную напряженность в этой семье, нами были предложены 2 квартиры. 2 варианта. Первое, одно в каменном доме в маневренном входе, 2 комнаты, от которых он отказался. И предложена была 1-комнатная квартира, в доме постройки 16-го, по-моему, года. От обоих вариантов, к сожалению, отказались. Они нам предлагали маневренный фонд. Но представляете, на Билибе на 17 там, да, это где, как называется, сейчас скажу. Там пустырь, аптек ничего нету, больниц нету рядом, детсадов, школ нету, да, магазинов элементарных вещей просто нету. Остановка далеко. Там 5-й этаж. Дали в таком же плане комнатушку. И дело в том, что я время от времени на инвалидную коляску сажусь. Бывает такое. И как мой муж, там лифта нету, 5-й этаж, да? Как мой муж будет меня там скатывать, например, или поднимать? Он же не сможет. И там душевая кабинка маленькая, просто ванночка. Мой муж просто всех соседей затопит. По его заболеванию, у него же ДЦП, он бывает неаккуратный, он падает часто. Упадет, там расшибется, либо соседей затопит. И нам потом скажут, платите. Откуда мы эти деньги возьмем? Потом предлагали на 2 варианта всего было. Вот это Билибина 17 и Лонгинова. Представляете, 2 комнаты разные, по разным этажам. Это как? Это получается, я с детьми на 1 этаже должна жить, а мой муж на другом. Но это же ненормально. И по 9 квадратных метров. Так. Теперь же муниципальные власти утверждают, мужчина намеренно продал благоустроенную квартиру, которую ранее уже получал по переселению, чтобы дважды получить бесплатные квадраты. Мы же не только для своей семьи просим, мы для всего дома просим, чтобы его полностью весь дом расселили, да? Но дело в том, что соседи не хотят, либо они боятся, либо что. Потому что когда мы на НТВ обратились, после этого на нас начали давить со всех сторон. Приходили, отключали нам свет, хотя у нас был договор. И мы оплачивали. С пенсии у Андрея высчитывали 50%, хотя по договору было 25%.
Потом водоканал начал. И они прямо говорят, нам сказали сверху, чтобы вас отключали и все остальное в том же духе. Но в этой сложной ситуации семья рук не опускает. Они намерены бороться до конца. Сложные диагнозы обоих лишь прибавляют им сил. Ведь и Андрей, и Роксана пытаются всего лишь обеспечить нормальное существование своим детям. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутия. День за днем. Давайте не подменять понятия. Такое ощущение, что мы с вами переселяем в дома трехлетних детей из детского сада. И вот тут заключается как раз подмена понятий. Но эти дети далеко уже не дети. У этих детей уже свои семьи и дети. Именно так сказал глава Алданского района на совещании, посвященном строительству в районе домов для детей-сирот. Правда, потом чиновник сказал, что его не так поняли. Но все прекрасно поняли и увидели. Сырость, обрушающиеся потолки и проваливающиеся полы. В таких условиях в Алдане проживают выпускники детских домов, получившие квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот. Их интересы защищает районный общественный совет. В одном из домов побывали члены общественной палаты Якутии. О впечатлениях и сделанных выводах сюжет наших алданских коллег. Детям здесь проживать запрещено. Столь однозначен вердикт врачей-педиатров. Устоявшийся запах плесени и гнили переплетается с испарениями из канализации, которая бежит под пол первого этажа. Таковы условия проживания в доме номер 19 по улице Комсомольской. Получила квартиру здесь в 2012 году, 28 декабря. И в феврале уже начались первые проблемы. У нас начала бежать канализация. Все это бежит под пол. Отдушины не работают. Окна вечно замерзают, постоянная мошка и сырость. Дом по улице Комсомольской – один из первых возведенных по программе обеспечения жильем детей-сирот. Под многоквартирник было приспособлено пустующее технологическое здание. Так как у меня 4 маленьких детей, полы меняю за свой счет дома, потому что дети бегают и просто проваливаются под пол. Страшно, что переломают ноги, руки себе, не дай бог. Жильцы многострадального дома обращались в разные инстанции. Защиту прав выпускников детских домов курирует районный общественный совет. Сырость, прогнившие полы и обваливающиеся потолки. Такие условия имеют место не только в доме по улице Комсомольской. Ужасное положение такое же на Ленина 12, напротив Сбербанка, в новом каменном доме. Такое же положение по улице Мегина-Кангаласская, 16А, где тоже отсутствует вентиляция, где очень большая влажность в квартирах, канализации, запах канализации. То есть видно, что на кровлю мы вылезли, там полнейшее, грубейшее нарушение по вентиляции, по устройству кровли. Но системные нарушения на каждом объекте говорит об отсутствии контроля при проведении строительно-монтажных работ и безответственной приемки квартир в эксплуатацию. В доме для детей-сирот побывали члены Общественной палаты Якутии, принявшие участие во втором зональном гражданском форуме. Техническое состояние дома, по их мнению, внушает серьезные опасения. После 6 лет эксплуатации проваливаются полы, отходит этот подвесной потолок. Оценив условия проживания, делегаты поддержали вопрос о капитальном ремонте дома. Только после проведения работ можно будет говорить о заселении здания. Надо администрации города Алдан совместно с администрацией района поставить вопрос о капитальном ремонте этого здания. Единственный вариант. Другого нет. Потому что квартиры не приватизированы. Жильцы до сих пор живут в муниципальном жилье. Объективную оценку первопричинам, приведшим к разрушению дома, даст независимая экспертная комиссия, которая выявит все нюансы. На основании результатов экспертиз будет приниматься решение. Проводится обследование этих помещений специализированной экспертно-независимой организации, которая должна установить, по какой причине произошли те или иные недостатки в инженерных сетях, ну и в самом конструктиве этого здания. После того, как это будет выявлено, будут приниматься соответствующие действия. Либо оно будет взыскано с застройщика, либо это будет устраняться управляющей компанией. Члены Общественной палаты побывали и в строящихся домах. Возведение 2 многоквартирников по улице Дивизионной началось несколько лет назад. Очередники, ожидающие жилье, не верят, что когда-нибудь трехэтажки из СИП-панелей примут своих жильцов. За 5 лет у них сменилось 3 застройщика этих домов.
Вот. И получилось таким образом, что дважды строящиеся дома с отделкой замораживались. Поэтому сейчас опять проводятся в третий раз ремонтные работы в невведенных домах, да, по отделке зданий. Нарушение технологии – общий корень проблем, кои имеют место во многих домах, возводимых по программе обеспечения жильем детей-сирот. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее. Встретить паводок во всеоружии ответственные службы проводят предпаводковые мероприятия. Несмотря на все мероприятия по вывозу снега, столица республики превратилась в Венецию. Мы продолжаем. В Якутске в преддверии паводка прошли ежегодные республиканские учения. В них приняли участие больше 50 сотрудников службы спасения. Отрабатывали навыки беспарашютного спуска с вертолету и погружения в воду. На учениях побывала и наша съемочная группа. Далее репортаж Саргаланы Захаровой. Наша служба и опасна, и трудна. Фраза из песни подходит не только полиции, но и спасателям. Сделать шаг в пропасть без парашюта осмелится не каждый, но нередко приходится это делать ради спасения жизней. Впереди паводок. Каким он будет, сказать сложно. Прошлогодний опыт показал, что нужно быть готовым к любым сюрпризам природы. Сложная обстановка прогнозируется это в Колымской группе улусов. Здесь по реке Лени более-менее так. Но служба спасения к выполнению задач по предназначению всегда готова. На учениях в основном молодые сотрудники. Некоторые и вовсе впервые пробуют беспарашютные спуски. Главное не бояться, говорит Андрей Фокин. Молодой спасатель всего месяц в этой профессии. Однако за спиной уже 10 лет работы в пожарной службе. Спасать людей – мечта детства. Конечно, мечта была. Чип и Дейла все смотрели, наверное, в детстве. Хотелось испробовать новое что-то для себя. Какие-то новые впечатления для себя открыть, новые специальности. Повысить свою какую-то профпригодность. А на протоке реки Лены в это время отрабатывают навыки погружений в водолазы. На водолазе 80 килограммов экипировки. Это специальные утяжелители, медные ботинки, плотный костюм. Двигаться с таким весом не так-то просто. Тяжеловато, довольно тяжеловато. А что происходит с организмом? Ну, производится давление, получается, на уши. Разница в этом идет. И, как вам сказать, вес. Для краткосрочных погружений используют современную новую экипировку. Но если нужно всерьез и надолго погрузиться под воду, то используют годами проверенную технику. Как, например, это так называемая трехболтовка. Она здесь маркирована 1987 годом. Но впервые такой водолазный шлем произвели аж в начале 19 века. Все благодаря тому, что этот костюм получает кислород не из баллона, а с поверхности. Стоит компрессор, который подает воздух водолазу. С такой экипировкой можно и до 5 часов пробыть под водой. Абсолютно нету видимости под водой. То есть видимость под водой нулевая. Ребята у нас опускаются на дно и на коленках, как говорится, ползают. В принципе, вот если так посмотреть, он так вот руку свою не видит. Отрабатывают движение под водой и, конечно, командную работу. Один водолаз под водой, второй страхующий есть. Получается, если он звуком не может подать сигнал, то он дергает за веревку. Да, совершенно верно. У нас двойная страховка идет. Значит, первое, он на страховочной веревке идет. Вот. А второе – это страхующий водолаз. Водолазные работы проходят круглый год. И даже в декабрьские морозы, если есть необходимость, спасатели спускаются под воду. В прошлом году Бог миловал, говорит начальник подразделения. Погружений было немного. Главное, чтобы так продолжалось и дальше. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Жатай, Якутск. К паводку готовится и Хангаласский улус, который на 50% готов к большой воде. Протестирована система экстренного оповещения населения. Осматриваются эвакуационные пункты. Скоро начнутся тренировки по отгону скота в сельских населенных пунктах. А на затороопасном участке Лена у Табагинского мыса уже неделю ведутся работы по ослаблению ледового покрытия. Обо всем подробнее расскажет Виолетта Засимова.
На территории Хангаласского улуса определены 7 затороопасных участков. Из них самые опасные – это Батамайский перекат и Табагинский мыс. В случае возникновения затора на первом участке подтопит южные наслеги улуса. Если же затор случится у Табагинского мыса, подтопит не только долину Эркени, но и может захватить столицу республики. С 2009 года на этом участке реки Лена проводится процедура чернения льда. Лед посыпают угольной пылью, песком или золой. Это делается для того, чтобы лед быстрее таял, поскольку черная поверхность активнее поглощает солнечное тепло. Нынче площадь зачернения льда у Табагинского мыса составила 44 гектара. Вот, зачерняющий материал у нас, как говорится, это 70% песок, 30% зачерняющий материал. У нас есть там очень хороший такой уголь, раздробленный, пыль, скажем так. В Улусе завершили проверку системы экстренного оповещения населения. Выяснилось, что в 10 населенных пунктах она не работает. По решению КЧС правительства Республики Саха-Якутия дано задание Министерства связи предусмотреть средства на ремонт данных систем оповещения. На следующей неделе совместно со специалистами Минсельхоза Республики запланированы тренировки по отгону скота и лошадей на островном селе Чкалово. Отгон скота до 26 апреля. Сейчас остается у нас чисто эвакуационное мероприятие. И у нас по пунктам временного размещения тоже проверки проводятся Роспотребнадзором. 15 апреля закроются все ледовые переправы Улуса. На данный момент толщина льда под Покровском и в южных наслегах не превышает средние многолетние значения. Снега нынче побольше немножко. Это плюс, когда воды много, хорошо. То есть лед не будет застревать, проходить по протокам везде. На территории Улуса в зоне возможного подтопления находится 12 населенных пунктов. При наихудшем сценарии паводка их количество увеличится до 17. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Еще одна проблема, которую ежегодно приносит с собой паводок, а не ухудшится ли качество водопроводной воды. Да, в прошлые годы во время паводка качество воды из-под крана оставляло желать лучшего. Изменится ли ситуация в этом году, выясняла Анастасия Данилова. Впереди половодье, и жители Якутска привычно ждут ухудшения водопроводной воды. Утром особенно желтоватая. Вот. Днем меня не бывает. Только с бутылок пью. Большие бутыли заказываю. Она слишком грязная. Ребенку, считаю, уже не дашь такую воду. Из-за этого заказываем на доставке. Во-первых, весной это хлорка и желтая, и грязная. Но у меня также стоит еще фильтр дома, 2 фильтра. А если бы без фильтров, ну там вообще даже и готовить бы нельзя было на ней. Хлора много, поэтому мы хлор не любим, вкус хлора. И весной там грязно вообще. Ну, очень грязной водой часто бывает. Пить ее невозможно, не то что мыться даже. Ну, все-таки водопровод, он, как и любой металл, имеет свойство изнашиваться. Поэтому лучше не рекомендуется совершенно пить, особенно в весеннее время. Весной в реку попадает много мусора и грязи, но именно из Лена набирают воду централизованной системы водоснабжения. И дальше все зависит от эффективности очистных сооружений. В конце прошлого года Якутский водоканал запустил новый водозабор и новые очистные сооружения. Но только ли от качества очистки зависит качество воды в кране? Водозабор именно был построен в 2018 году в рамках выполнения, чтобы из-под крана люди видели кристально чистую воду. Этот вопрос тотальный, и этот вопрос, конечно, решается именно переходом и решением технических решений, именно вот заменой, ремонтом. Где-то надо реконструировать, а где-то надо материалы, старые стальные трубы, надо на новые совершенные материалы, там, например, полиэтиленовые трубы. Это, конечно, вопрос не одного года и не 2. Как вы знаете, город с каждым годом только увеличивается, да, расширяется, и поэтому здесь подход именно на многие года идут. Казалось бы, все очень просто. Необходимо заменить все водопроводные трубы в городе. Однако магистрали закреплены за разными организациями, а значит, производить замену они будут локально. Разнится и качество замены и прочистки труб. Отсюда и такое явление, когда у одних жителей вода из-под крана чистая, у других не очень. И это при том, что путь до этих 2 кранов начинается из одной точки. Управлением проведены ряд организационных мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья, по итогам которых даны предложения главам местных самоуправлений об утверждении альтернативных источников водоснабжения,
ресурсоснабжающим организациям, водоканалу, ГУП ЖКХ, теплоэнергосервис, выданы предложения по обеспечению готовности объектов водоснабжения, создание запаса дезинфицирующих средств для обеззараживания воды. За качество воды, которая поступает в городские трубопроводы, отвечает Якутский водоканал. Он же отвечает и за качество воды, которая попадает обратно в реку. Это станция биологической очистки стоков. На ней все канализационные воды очищают и обеззараживают. Интересен здесь процесс именно биологической очистки. В нем задействованы живые организмы, бактерии. Но из-за недобросовестных ассенизаторов бактерии гибнут или начинают хуже работать. Это происходит тогда, когда в центральные канализационные сети попадают грунтовые и талые воды. Их температура в разы ниже комфортной для бактерий. В связи с тем, что технологический процесс рассчитан на температуру, биологический процесс рассчитан на температуру от 14 до 21 градуса, это параметры, при котором микроорганизмы могут в нормальном, спокойном режиме производить очистку. То вот эти талые воды, они понижают температуру. И то есть процесс очистки, он начинает замедляться, то есть некачественно может проходить. Аналогичный процесс происходит и когда в канализационные люки из ассенизаторских машин сливают фекальные воды. При этом сливаться такие воды должны только на специальной сливной станции. Все, как правило, сливаются сюда, это сливаются частники. Частные предприниматели, которые у них свои ИП, они работают сами на себя. То есть, сливаясь в этот колодец, он экономит себе на деньгах. Если приезжая на нашу сливную станцию на данный момент, получается, он платит, грубо говоря, за 10-кубовую машину платит 700 рублей, он отдает. Вот есть такие точки, где мы не можем поставить охранника, допустим, на каждой точке. Допустим, как здесь, этих колодцев у нас в городе порядка 3000, даже более их. Мы же не можем поставить на каждого города, у каждого колодца охранника, понимаете? Помимо угрозы для бактерий, под угрозой находится и сама канализационная сеть. В грунтовых и талых водах содержится много песка и камней. Из-за этого происходят засоры, из строя выходят трубы и насосы. И все, что течет по трубам, в таком случае выходит наружу. И речь тогда идет не об ущербе, который наносит водоканалу, а банально об экологической обстановке в городе. Анастасия Данилова, Владимир Павлов. День за днем. Еще одна весенняя напасть – это лужи и грязь. Популярный интернет-ресурс ekt.ru запустил акцию по выявлению в Якутске затопленных дворов и дорог. За 4 дня в редакцию поступило более 600 фотографий огромных луж. И это несмотря на то, что в Якутске продолжается двухмесячник по санитарной очистке города, который включает в себя уборку бытового мусора, снега, наледей и многое другое. К сожалению, необходимо отметить, что в муниципальных образованиях и в городских округах работа ведется слабо. Мы со своей стороны, комиссия, наряду с Роспотребнадзором проводим работу по контролю за исполнением тех основных задач, которые у нас установлены в нашей комиссии. На следующей неделе мы будем заслушивать муниципальное образование, а также городские округа. Сейчас мы снова прервемся на пару минут. Смотрите в продолжении программы. Ну как вы там, потомки? 58 лет назад первый человек побывал в космосе. На своей космической одиссее побывали и наши коллеги. Верхоянск – столица холода мира. Любителей нестандартного отдыха приглашают заняться экстремальным туризмом. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». Уникальная природа, экстремально низкие температуры и огромное желание познакомиться с этим краем поближе. Верхоянск настроен серьезно и решительно превратиться в центр экстремального туризма Якутии. На фестивале «Верхоянск. Столица холода мира» побывал наш коллега Юрий Осипов. О своих впечатлениях о суровом крае в материале далее. Расстояние от Якутска до Верхоянского района по земле около 1500 километров. Но дорога сюда пролегает только в период автозимника, это 4 месяца в году. Круглый год летают лишь самолеты, однако из-за дороговизны билетов это накладно для любого путника. Верхоянский район является одним из
уникальным районом на северо-востоке нашей республики. Здесь у нас очень богата история, культура и самобытность нашего населения. Ну, в данное время в Верхоянском районе работает 4 туроператора. Но для более динамичного развития туризма в районе нужно как можно больше привлекать в эту индустрию именно местных жителей. Хотим, чтобы наше население параллельно организовывало различные туры и тем самым могли заработать, можно сказать, в развитии, сделать шаг к развитию туристического предпринимательства в нашем районе. В целях продвижения бренда Верхоянска здесь состоялся фестиваль «Город Верхоянск. Центр холода мира», посвященный 150-летию начала метеорологических наблюдений. На празднике собрались все 17 населенных пунктов района. Коммерческий полюс холода может быть и в Африке, а в Верхоянске именно было зафиксировано вот именно 67,8. Это и научно доказано, и уже зафиксировано. Так что спорить об этом и не стоит. В рамках фестиваля состоялся официальный старт масштабного международного проекта «Покорители холода». Не случайно местом проведения был выбран именно Верхоянск. Очень символично, что именно здесь, в Верхоянске, где впервые в мире была установлена самая низкая температура в 1885 году, очень символично, что именно здесь этот старт проекта состоялся именно на этом историческом месте. Верхоянск – один из самых древних городов, и ему сейчас не хватает как можно привлечь больше внимания, и поэтому мы стартовали именно здесь. Также здесь состоялась специальная Олимпиада России в Арктике. В ее рамках были организованы соревнования по арктическим видам спорта. Состоялось открытие, регионального отделения специальной Олимпиады в Якутии именно на самой холодной точке мира. Прошли соревнования именно для детей с ментальными нарушениями по национальным видам спорта. Они, конечно, не входят, этот вид спорта не входит в олимпийский, но, тем не менее, старт дан. Фестиваль проходит в Верхоянске в 3-й раз и традиционно с размахом. Этнокомплекс Хоптолах, где состоялся праздник, был построен в 2016 году для проведения республиканского эссе Халонхом. С тех пор местность используется круглогодично. Ал-Лукмас у нас тоже имеет символическое значение. Наш Ал-Лукмас отличается от всех Ал-Лукмасов тем, что он возвышается над миром, можно сказать. Вот внизу у нас сделано как глобус. И Ал-Лукмас мы зажигаем в ночь на 1 декабря. И с этого мероприятия у нас по республике начинается фестиваль «Зима начинается с Якутии». Наряду со священным деревом Ал-Лукмас праздничную местность украшает одна из достопримечательностей Верхоянского района и всей Якутии – миниатюрные Кисляхские горы. Они намного меньше оригинальных, но при этом создатели попытались с точностью передать очертания каменных гигантов. Но даже при такой точности они не способны передать все величие самих гор. Киселях – это визитная карточка Верхоянского района. Место священное для каждого верхоянца. И в основном туристы направляются именно сюда. Верхоянск славится и другими достопримечательностями. Здесь же расположен уникальный памятник природы Мать-гора. Наряду с Киселяхскими горами это одна из наиболее высоких вершин Верхоянского района. Абсолютная высота более 1,5 километров. И Батагайский разлом – своего рода природная лаборатория, в которой можно наглядно изучать, какие произошли изменения климата и живой природы за последние тысячи лет. Батагайский разлом уникален. Он единственный в северном полушарии Евразии. Как считают ученые, он образовался в середине 20 века и с тех пор беспрестанно растет. Сейчас его объем около 450 тысяч квадратных метров, а в глубину местами он достигает 60 метров. Разлом стал местом множества научных открытий. Здесь были найдены многие ископаемые животные. Примечательно, что у большинства из них сохранились мягкие ткани. Даже в это время года стенки котлована постоянно осыпаются. Это облегчает поиски подобных экспонатов, но вместе с тем и несет опасность.
Международная экспедиция приехала сюда 20 марта и проработала около 3 недель. В ее состав вошли ученые из Немецкого института морских и полярных исследований имени Альфреда Вегенера, Московского государственного университета и Якутского института мерзлотоведения. Что особенно тут впечатляет, это, как сказать, яркость отдельных горизонтов. То есть на стене все отлично видно. Вроде понятно, что тут как сформировался, ну как по геометрии или по архитектуру разреза. И другой такой момент, что я уже говорил, по возрастам мы тут ожидаем очень древнюю мерзлоту, и это само собой интересно отработать и изучать. Все эти факторы говорят о большом потенциале Верхоянского района как северной туристической Мекки. Сегодня туризм здесь развивается во всех направлениях. Это как привычный туризм, так и научный и экстремальные его виды. Реализовать в полной мере возможности родного края сегодня мечта всех верхоянцев. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутия. День за днем. 12 апреля в России отметили День космонавтики. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин совершил свой знаменитый орбитальный полет вокруг Земли на корабле «Восток-1». В разных городах в честь этой даты проводятся праздничные мероприятия. А наши московские коллеги отправились в крупнейший в нашей стране космический музейный комплекс на ВДНХ и выяснили, когда покорять звезды смогут отправиться и якутяне. Вот так, с воздушными гимнастами и световым шоу год назад в Москве открывали новый павильон ВДНХ, полностью посвященный космосу. Экспозицию готовили 2 года, и теперь здесь есть чем удивить даже самого придирчивого посетителя. У нас проводятся множество различных выставок. Они посвящены медицине, науке, ну и огромное количество интерактива, начиная от кинотеатра «Сфера», «Звездная комната» и заканчивая роботом Федором, который должен заменить космонавтов в ближайшем будущем. Но главным притяжением уникального музея стал вот этот парящий в воздухе экспонат. Это точная копия орбитальной станции «Мир». Ее затопили в 2001 году в Тихом океане. Тогда она состояла из 6 модулей. На первый взгляд кажется, что станция небольшая, но в ней было все необходимое для того, чтобы работать и жить. В одном из отсеков находилась баня. Выглядит она вот так. Люди заходили внутрь и парились. А это странная конструкция – умывальник. Сверху отверстие для лица, сбоку для рук. Туда поступали капли воды, и можно было умываться. Сегодня освоение космоса выходит на новый уровень. На этой неделе весь мир увидел, как на самом деле выглядит черная дыра. А вот так китайский спутник Чанье-4 изучает оборотную сторону Луны. Ну а американский миллиардер Илон Маск уже готовит экспедицию на Марс, причем с участием людей. Здесь можно увидеть эволюцию скафандра. Этот, например, придумали 60 лет назад. Он мог защитить от разгерметизации корабля. Ну а в открытый космос уже выходили вот в этом костюме. Кстати, его модернизированная версия используется до сих пор. Вот она, называется «Орланд». Одна из фишек его в том, что он может трансформироваться. Если раньше на борт космического корабля не брали людей выше 170 сантиметров, то сегодня космонавт может достигать и 190. А конструкторы попытались сделать его максимально удобным. Здесь есть даже чесалка для носа. И все это делается для того, чтобы астронавтам было удобно. Ведь работа в открытом космосе ведется до 10 часов. Каждый космонавт к полету готовится как минимум 5 лет. Причем к кандидатам выдвигаются очень жесткие требования. Здоровье, возраст, образование, усидчивость. Здесь важно все. Об этом не понаслышке знает наша землячка Саргалана Захарова. В Центре подготовки космонавтов она несколько лет возглавляла психологическую лабораторию медуправления. По ее словам, уникальные, сложнейшие тренировки, нацеленные на многозадачность. У нас уникальные тренировки, называется специальная парашютная подготовка космонавтов. Вот он выпрыгнул, срывает там листочек, и у него там задание сложное. Задание, сразу скажу, сложное, на Земле не каждый решит. Он еще решает логические задачки. Да? Помимо этого, он еще должен делать фигуры. Вот это многозадачность. И это еще надо все комментировать. И плюс еще надо вовремя открыть свой парашют, дернуть кольцо, то есть управлять вот этой парашютной системой. Причем космонавты должны не только выдерживать перегрузки или знать механику и строение орбитальных кораблей. Эти люди настоящие мастера по выживанию и не пропадут даже в самых экстремальных ситуациях. Для космонавтов все изготавливается индивидуально. Костюм, кресло для полета, рабочее место, даже еда.
вкусно очень. Ну а так выглядит знаменитая сублимированная космическая еда. Причем изготавливается она индивидуально для каждого астронавта. Тюбики и брикеты именные. Причем учитываются все ваши вкусовые пристрастия. Например, если у вас какая-то диета или вы вегетарианец. Причем засунуть в тюбик можно все что угодно. Например, японцам очень понравился суши сублимированный. Ну а наши русские космонавты, конечно же, любят борщ. Кстати, двое якутян-летчиков несколько лет назад участвовали в отборе в отряд космонавтов. Правда, до конца им пройти не удалось. Зато сейчас все желающие могут подать заявку на новый отбор. Необходимые условия есть на сайте Роскосмоса. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. В студии для вас работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.